Руслан Увейсович Костоев в сельскохозяйственной отрасли с 1978 года. Карьеру он начинал с должности помощника комбайнера. Сегодня за плечами Руслана Костоева 33 года непрерывного стажа работы в агропромышленном комплексе. Убыточный опыт на производственное хозяйство Нестеровское, возглавленное Русланом Увейсовичем в 2004 году, за несколько лет стало предприятием-миллионером. Представляя подчиненным сотрудникам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики нового руководителя, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров подчеркнул, что работу в отрасли необходимо начинать с чистого листа, оставив старые схемы и методы в прошлом. Костоев Руслан Увейсович, он министр сельского хозяйства, я указ подписал. Новому министру вот те схемы, которые вы раньше там, вы уж лучше меня знаете, как это все делать. Закрытыми глазами расскажете, где какие схемы присутствуют преступные. Зная эти схемы, вам легче будет их ликвидировать и помогать тем, кто работает. Создать условия, чтобы все работали, чтобы все создавали продукт для республики, чтобы мы не позволили перед другими и перед своим народом в первую очередь. В беседе с работниками агропромышленного комплекса Юнусбек Евкуров отметил, что прежнее руководство Минсельхоза не справилось со значительной частью поставленных задач. Практика бесконтрольной передачи земель, техники и имущества госпредприятий в частное пользование в недалеком будущем могла привести к необратимым последствиям. Работа министерства с правительством не в плане договариваться, где там деньги пилить, а в плане организации взаимодействия элементарного. Работа министерства на земле, непосредственно жесткий контроль директоров, руководителей ГУПов, которые ни вправо, ни влево, за рамки дозволенного. Да, должны быть какие-то инициативы, должны быть какое-то поле деятельности, пожалуйста. Но не так, как делается. Директор ГУПа, все, что на территории ГУПа есть, все приватизировал, сидит там, думает, что это правильно. Так не должно быть. Техника его, МТС его, постройки его, земля уже его. И что за ГУП такой? Так не должно быть. Я сейчас не пугаю тех, кто это сделал, но я уже там работаю, и прокуратура все будет над этим делом работать. И зампредседатель правительства будет работать. Это же тоже неправильно. Почему? Потому что одному дозволили, второму, третьему, четвертому и начинают. Каждый он будет хозяин в своем доме. А то, что касается ГУПа, он там хозяин как государственный чиновник. В агропромышленном комплексе республики грядут большие перемены, для осуществления которых стратегически важную для Ингушетии отрасль должен возглавить человек, на практике доказавший свою состоятельность. Мы сейчас очень серьезно проговорили, проработали, и до 10-го я заслушиваю. Там не только вы, как зампредседатель, и министр сельского хозяйства, там должны, мне руководители ГУПов нужны некоторые, нужны некоторые руководители крестьянско-фермерского хозяйства. И зампредседатель правительства, первый зампредседатель правительства России, прям так и сказал, вы мне подберите 15-20 человек, подберите тех людей, под них программы, так или нет? Приезжайте ко мне со всеми этими людьми в Москву, поедем, сядем с ним. И вопрос поднять, деньги выделить, что сделать, поднять наш агропромышленный комплекс. Вдохнуть жизнь его, навести порядок на территории. Сегодня же много нам не надо, нам надо элементарно просто. Там несколько крестьянско-фермерских хозяйств, которые одним займутся, другие другим займутся, там по блокам набрать. И мы уже как минимум на 50-60% продуктами своими обеспечим республику. То есть есть формы, есть возможности. Ибрахим Цароев, Юсуп Ханиев, Ахмед Гадаборшев, Вести Ингушетия.